Айшет Илиевой 74 года. Бабушка проживает одна, поддерживают ее родные и близкие. Прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг из-за состояния здоровья не могла. Сегодня ее навестили члены избирательной комиссии, чтобы дать возможность проголосовать на дому. Бабушка уверена, что эти поправки будут на пользу обществу и в целом всей стране. Поправка Ахмед Аздоев и его супруга Асет Аушева также не захотели оставаться в стороне и решили, как они говорят, принять самое верное решение – проголосовать за вносимые поправки в Конституцию России. Их также посетили члены избирательного участка. Поправка же Конституция. Голосование на дому главное, как отмечают члены избирательного участка, это социальная дистанция. Поэтому ящик для бюллетеней ставят на землю и отходят в сторону, чтобы голосующий чувствовал себя в безопасности. В пакете для него уложены маска, перчатки и одноразовая ручка. Ирина Бахолдина – многодетная мама. Для себя она отмечает поправки, связанные с семьей. Я считаю, что эти поправки очень сильно нужны для нашей Конституции. Я решила отдать свой гражданский долг и проголосовать. Всего их в списках более 1800 человек. Также есть специальный уголок медсестры, где предусмотрели препараты для оказания первой медицинской помощи. Мы на участке приготовили уголок медпункта для оказания неотложной первой помощи, если есть необходимость. Вот у нас есть все для первой неотложной помощи, приготовлена антишоковая терапия. Есть для измерения давления у нас есть аппарат, если что, несчастный случай, шина. И вот измеряем температуру, создаем условия. Как отмечает председатель ТИК Малгобекского района, формат бюллетеня утвердили еще в марте. Тогда же прописали порядок голосования, который сегодня проходит строго по регламенту. По его словам, необходимо контролировать все УИКи района на предмет соблюдения всех норм и правил голосования. На территории Малгобекского района образовано 23 избирательных участка. Всего избирателей в Малгобекском районе 32 893. Технологическое оборудование, техническое, все необходимое для голосования на избирательном участке имеется. В том числе избирательный участок обеспечен средствами индивидуальной защиты. Как мы знаем, Конституция – основной закон Российской Федерации. Учитывая те важные моменты, которые обозначены, естественно, гражданин Российской Федерации, если он считает себя гражданином, обязательно должен прийти и принять участие. Другой вопрос, как он проголосует. Но я думаю, за изменения значимые, каждый должен прийти и проголосовать. Голосование продлится ровно 7 дней. Это сделано для того, чтобы не собирать сразу много людей на участках в целях безопасности избирателей. Светлана Томова, Асхаб Белакиев. Новости 24.